Вот уже неделя, как я болею гриппом. Из-за него я не хожу в школу, не могу видеться с друзьями. Когда же грипп пройдет? И почему люди им так часто болеют? Вот вылечусь, обязательно спрошу об этом у султана. Он-то мне все объяснит. Дети задают десятки вопросов каждый день. И бывает так, что вопросы маленьких почемучек ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан. Я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу о вирусах против иммунитета. Султан, а что такое грипп? Почему все болеют зимой гриппом? Грипп – это инфекционное заболевание, которое на слуху у всех. Все люди хорошо знают, что такое грипп и как он всем надоел. А причина возбудителя гриппа – маленький вирус. Вот представь, наше тело состоит из маленьких клеток. Вот наш организм – это множество маленьких клеточек. И у каждого органа, у каждого, например, у кожи, у сердца, у печени свои клетки. Каждая клетка отвечает за свое дело. Вот, например, как в государстве бывает, есть учителя, есть врачи. Вот также и в теле нашего организма, в нашем организме также есть клетки, которые отвечают каждый за свое дело. Вот, есть также клетки, маленькие кровяные тельца, которые отвечают за порядок, за безопасность нашего организма. Вот мы занимаемся своими делами, ходим, разговариваем, и даже не знаем, что все это время целое войско внутри нас ведет защиту нашего тела от вредоносных бактерий и от вирусов. Бактерии – это отдельные живые существа, они очень маленькие, глазами их не видишь. Бактерий очень много, их большое разнообразие. Если взвесить все бактерии, которые есть на свете, они будут по весу тяжелее всего живого, что есть на планете. Представь, так их много. Везде живут бактерии, в самых даже, казалось бы, нежизнеспособных местах они живут. Особенно они живут там, где есть сырость, есть доступ воздуха, солнца и вода. Там живут бактерии. Это мельчайшие организмы. Бактерии бывают разные, болезнетворные и положительные, нужные бактерии. Болезнетворные бактерии вызывают разные болезни. Они есть везде, болезнетворные бактерии, везде существуют. Даже в нашем теле всегда есть болезнетворные бактерии. Но чтобы они не размножались, чтобы они не начинали свое дело, целое войско внутри нас защищает наше тело от болезнетворных бактерий. Давайте по рисунку объясню. Итак, в нашей крови содержится вот кровяной сосуд, например. В нем живут красные кровяные тельца, называются эритроциты. Вот такие вот маленькие шайбочки. И белые кровяные тельца, я нарисую синего цвета. И белые кровяные тельца. Они очень маленькие, так их не видно. Когда кровь свою ты видишь, ты, конечно, глазами их не увидишь. И видно только через микроскоп. Так вот, красные кровяные тельца занимаются, вот как вот в обществе, например, есть дороги, есть машины, которые перевозят продукты вот, по дорогам. В нашем теле дороги – это сосуды кровеносные. И по ним провозят нужные вещества, красные кровяные тельца. Они развозят по всему телу полезные питательные вещества. Кислород, белки, жиры, углеводы, сахар. Все разводят до каждой клеточки, до каждой точечки по сосудам. Сосуды же разветвляются в организме, как ветви деревьев. Сосуды в организме разветвляются. Кровеносная система, она очень сложная. Это множество капилляров, множество сосудов. Они сначала толстые сосуды, потом утоньшаются, разветвляются. И в конце концов до каждой мельчайшей клеточки сосуды кровеносные доходят и доводят нужные, полезные, питательные вещества. Одновременно с ними в крови работают лейкоциты, белые кровяные тельца. Это войско.
войско внутри нас, которое защищает наше тело от вредных болезнетворных бактерий. Как только чужеродная бактерия, чужеродное тело попадает в кровь через дыхание или через пищу, их тут же атакуют эти самые военные кровяные тельца, белые кровяные тельца, лейкоциты. Атакуют чужеродный белок, они сразу распознают его. Если увидят какого-то чужака, то они сразу знают, что это чужой, и атакуют его. И, в общем, нейтрализуют его. Вот. Постоянно в наше тело попадают болезнетворные бактерии. Круглые сутки. Мы прикасаемся к разным предметам, мы трогаем землю, трогаем разные предметы немытые. Вот. И эти болезнетворные бактерии попадают в нас. Например, сами бактерии летать не могут. Они переносятся через пылинки. Вот когда мы дышим, в воздухе всегда содержится много пыли. Вот на этих пылинках, как на летающих кораблях, сидят эти самые болезнетворные бактерии. Всевозможные, их огромное количество, их даже бесконечно их изучают, узнают. Палочки всевозможные, какие угодно эти бактерии вместе с пылью переносятся. Осенью и зимой в воздухе много водяного пара. Сырость же бывает осенью. Вот на этих капельках тоже содержатся всевозможные бактерии. Особенно, когда больной человек кашляет или чихает, то он выбрасывает в окружающий воздух много маленьких капелек, на которых сидят те бактерии, которыми этот человек болеет. Вот. Заболеть могут не все люди, а только те, у кого ослаблен иммунитет, о котором ты говорил в своем вопросе. Иммунитет ослабевает тогда, когда человек, например, переохладился. Его иммунная система слабеет. Эти эритроциты слабеют, их меньше становится в крови. Или их работа замедляется. Тут же начинают работать болезнетворные бактерии. Как только они почувствовали, что организм ослабел, они тут же начинают размножаться, увеличиваться в объемах и питаться полезными веществами, которые есть в нашей крови. Они ими питаются и выделяют яды. После этих ядов человеку становится плохо, головная боль, головокружение, тошнота, слабость. Это именно деятельность болезнетворных бактерий, которые размножаются. Как только почувствовали, что человек ослабел. Они могут очень быстро размножаться. Представь, за полчаса количество бактерий удваивается. Представляешь? В 2 раза больше становится. Единственное слабое место у бактерий – это морозный воздух. Вот, например, осенью люди часто болеют, и зимой в сырую погоду болеют. Замечала? Гриппом болеют, другими острыми респираторными заболеваниями. А в морозную погоду в воздухе пылинки и капельки воды замерзают. При температуре минус 4 градусов уже в воздухе нет ни одной бактерии. Они все погибают. Легкий мороз появляется, то все, уже воздух становится стерильным, и все эти болезнетворные бактерии погибают. А как защищаться от вирусов? Чтобы защититься от вируса, нужно повышать, укреплять свой иммунитет. Для этого самое первое, самое главное условие – это активный образ жизни. Бегать, играть, заниматься спортом – это самое лучшее средство профилактики, предупреждения всех таких вот вирусных заболеваний. Вирусы – это не бактерии. Вирусы – это маленькие существа, бактерии могут сами по себе жить, а вирусы жить сами по себе не могут. Они только проникают в наш организм, если он не защищен, начинает там размножаться. Вот, чтобы не болеть такими заболеваниями, нужно принимать, в общем, через пищу можно повышать иммунитет и через активный образ жизни. В пищу зимой, наверное, все тебе говорят, мама, наверное, говорила, чтобы есть больше чеснока, лук, нужно есть чеснок. Эти продукты питания в умеренных количествах, конечно же, помогают сопротивляться организму вирусным заболеваниям. Султан, почему, когда простуда, ставят на спину банки, и почему они не падают? Банки не падают со спины, потому что в них образуется вакуум. А поподробнее тебе объясню это с помощью эксперимента. Итак, мы переходим к самой интересной части нашей программы, эксперимента. А помогать мне в этом будет автор этого вопроса Махмад Хаджиева Лиза. Итак, приступим к эксперименту. Вот у нас 2 пиалки. В одной из них мы размещаем горящую, декоративную свечу, зажженную. Вот она горит. Я ставлю на дно пиалки. Как в банке тебе ставили на спину, вот примерно тот же самый будет эффект, только чуть более наглядно. Теперь я должен накрыть второй пиалкой, для того, чтобы там воздух выгорел, получился вакуум. Но воздух будет проникать все равно. Для того, чтобы он не проникал, я положу сюда сверху вот такую прокладку из бумаги. Бумагу намочу, чтобы она плотнее прилегала к
стенкам пиалки, ну как изоляция от воздуха. Такая мокрая бумага с вырезанным кругом. Снежинки такие вырезала из бумаги? Да, На Новый год любишь вырезать? В школе вырезали или дома? в школе. Итак, кладу на край пиалки нашу мокрую бумагу, ровно посерединке. Накрываю второй пиалкой. Вот там по краям еще свет горит, значит еще будет гореть, пока там есть воздух. Она будет гореть. Поняла, для чего бумага? Теперь поднимаю пиалку, видишь, как прилипла. Любопытный опыт. Да, Дома сама сможешь так сделать? да. Когда будешь пользоваться зажигалкой, конечно, в присутствии папы или кого-нибудь старше. Вот так банки присасываются к спине больного простудой. Все из-за того, что там во время горения кислород выгорает, и получается воздух разряженный, его там мало. А снаружи давление огромное. Вот атмосферное давление прижимает эти пиалки, эти две пиалки сжимает, и они держатся вместе. Не испугалась? Вот такой опыт. Понравился? Да, спасибо, Султан. Было очень интересно. Что является основой хорошего здоровья? Верно, иммунитет. Он выполняет защитную функцию, спасая наш организм от негативных воздействий. Вот только иногда с ним бывают проблемы. Симптомы иммунных заболеваний различны: частые простуды, аллергические реакции и быстрая утомляемость. Врачи утверждают, что дети болеют чаще взрослых, а значит, чем чаще вы болеете, тем больше нужно укреплять иммунитет. Если вы думаете, что слабая иммунная система вам уж точно не грозит, то вы ошибаетесь. Даже абсолютно здоровые люди страдают снижением иммунитета. Это связано с влиянием внешних факторов. Не пугайтесь, все не так страшно. Ведь улучшить иммунную систему совсем не сложно. Для начала нужно правильно распланировать свой день. Больше физической активности и никаких вредных привычек. Почаще бывайте на свежем воздухе. Прогулки при солнечном свете благоприятно влияют на иммунитет. И самое главное, не забывайте правильно питаться. Больше мяса, овощей и фруктов. И тогда ваш иммунитет будет работать без сбоев. Вот так, друзья. Теперь мы знаем, что такое грипп, вирусы и как их остерегаться. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ.